Сегодня День мигрантов отмечается, и мне бы хотелось немножко коснуться этой темы. Самое больше мигрантов, конечно, у нас в России находятся, по разным подсчетам, от 1 миллиона до 1,5 миллиона. Вот в 2019 году мигранты прислали в Кыргызстан 1 миллиард, это 700 миллионов долларов. Вот где-то это округленно. Такая сумма, это вы представляете, практически они присылают один бюджет страны, нашей страны. Это огромная помощь. Но никто не знает, в каких условиях они там работают. А условия очень разные. И все делают для того, чтобы заработать и выслать сюда. А это титанический труд. Жить и работать в чужой стране, и помогать своим близким и своей родине, я думаю, это сравненно с геройством. Но вот эта пандемия, которая в этом году поразила практически весь мир, она, конечно, не прошла стороной у нас в Кыргызстане. И с этой пандемией, конечно, закрылись огромное количество предприятий. И поэтому получилось так, что не только в Кыргызстане, но и в России, в Казахстане, в других странах очень много мигрантов остались без работы. Понимаете, сегодня состояние нашего государства очень плачевное. У нас дефицит бюджета составляет более 30 миллиардов. Я хотел подчеркнуть, что в России созданы для наших мигрантов Кыргызстана, я думаю, по сравнению с другими государствами, очень хорошие условия. Уже наши мигранты как-то вышли на другой уровень работы, на другой уровень общения. Значит, правительство России делает все, чтобы как-то облегчить труд наших мигрантов. Значит, по русскому языку более-менее стали подходы быть. Разрешили пользоваться правами, которые выдаются в Кыргызстане. Есть определенную процедуру, которую если пройти, то можно получить двойное гражданство. И я думаю, эти все условия позволяют работать, зарабатывать. Но наше руководство страны и те люди, которые отвечают и работают с мигрантами, надо очень плотнее и тщательнее работать и помогать им. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашим мигрантам, которые приносят нашему Кыргызстану доход, большой доход. Я думаю, это практически огромная поддержка нашего населения, близких, родственников и так далее. Спасибо вам за ваш труд.